Уважаемые коллеги, наши молодые педагоги, а мы переходим к следующей нашей площадке. Мы приглашаем участников всех 4 треков. Это педагогов и дополнительного образования, дошкольного образования, педагогов системы общего образования и среднего профессионального образования. Коллеги, мы начинаем работать на площадке «Проектный дизайн». Погружение в теорию поколений. Кто я и кто мои ученики. Уважаемые коллеги, уникальная возможность работать вместе с Мариной Ефимовной Вандурсой-Соевой, доктором педагогических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и с командой Марины Ефимовны. Марина Ефимовна, вам слово. Республика Коми ждет вашего подключения. Мы очень рады, что сегодня вы будете работать с нашими молодыми педагогами и сопровождать нас именно через теорию поколений в ту систему ценностей, которые так важны для всех нас сегодня. Марина Ефимовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, Галина Владимировна, это так здорово. Я сейчас отключусь для того, чтобы не было никаких сбоев. Работать. Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста, подскажите мне. Коллеги, подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? Очень хорошо, да, Марина, было хорошо большое. видно, мы рады вас приветствовать. Хороший Спасибо. Да, видим презентацию. Марина Ефимовна, вам передаем тогда уже права управления данной площадкой. Спасибо большое, Галина Владимировна. С вами всегда работать в удовольствие. А уж как вы тему мне подкинули, так это вообще было большое наслаждение. Спасибо, старались, Марина Ефимовна. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, уважаемые коллеги, это ведь очень интересно понимать, какое место ты занимаешь в этой сегодняшней образовательной системе, какое место занимают наши ученики. И самое здесь важное – понять, а каким образом можно с такой аудиторией сотрудничать. Мы, конечно, можем погружаться в эту систему, в систему поколений, мы можем об этом очень много говорить, но мы должны понимать некоторые важные вещи, важные вехи. Если мы будем говорить по теории поколений, то это очень большая история, это очень много теории, а мы все-таки сегодня решили, что важным для нас является практика. Потому что для нас, как для учителей, как преподавателей, очень важно понять, кто заходит в нашу аудиторию, с кем мы в этой аудитории работаем и насколько эта аудитория адекватна. Ведь хочется прийти и уметь руководить, уметь организовать, уметь понять, каким образом взаимодействовать с этой теорией. Ну, если говорить про теорию, то, конечно, нельзя не сказать, что это разные теории поколений, что это такая, знаете, важная картинка, которая позволяет определить, почему мы себя ведем так или иначе, почему те поколения, которые с нами встречаются, почему нас не слушают или наоборот. Почему это дети, которые с удовольствием погружаются в дисциплину или наоборот ее отвергают. Это все достаточно серьезные проблемы. И вы понимаете, что каждое поколение, с которым мы работаем, имеет свои ценности. Я выбрала, конечно, не все поколения. Я просто взяла наиболее близкие для нас, тех, кого мы сегодня обучаем и видим в аудитории. Это поколение X, Y, Z. И я бы хотела обратить внимание, что ведь не только у нас есть вопрос понимания этой аудитории. Мне думается, очень важно, чтобы и они нас понимали. Ведь если эти два субъекта никогда не встретятся, если мы друг друга на этой волне не поймем, то абсолютно очевидно у нас ничего не получится. Поэтому важно изучать для нас, для преподавателей, как поколение, которое мы обучаем, так и те поколения, которые обучают. И это две стороны одной большой медали. Потому что, с одной стороны, молодые учителя завершили обучение в ВУЗе, пришли новые силы, энергетика,
подготовленные, а с другой стороны, пока, уважаемые коллеги, вы учились, изменилось поколение. Оно, в принципе, это те же дети. И проблема межпоколенная, она была всю жизнь, и она сегодня тоже есть. Просто поменялись настроения, поменялись ценности, поменялось отношение к процессу. И то, что для нас, может быть, было архиважным, сегодня может быть неважным и не актуальным для того поколения детей, которые мы учим. Это вот достаточно серьезная проблема, о которой я бы хотела с вами поговорить. Но как только ты как учитель начинаешь понимать, почему это происходит, то есть когда ты понимаешь, почему ребенок себя так ведет, почему обучающийся отвечает или нет на твои вопросы, почему он как будто бы сам себе... Марина Ефимовна, перегрузите, пожалуйста, еще раз, обновите страничку. Куда-то вы у нас пропали. Не слышно. Не слышно. Пропал звук, Марина Ефимовна. Марина Ефимовна, пока не слышим вас, не видим. Звука пока не слышно. Марина Ефимовна, перезагрузите страничку. Так, вот что-то слышно уже. Один раз, несколько раз уже. Процесс сейчас. А сейчас как? Так, Слышно? да, слышно. Слышно. Хорошо, продолжаем. Спасибо. Спасибо. И если мы сейчас в этот момент поймем, что мы-то тоже воспринимаем материал порциями, то совершенно очевидно нам станет понятнее тот, кого мы обучаем. И сегодня говорят, что уже новая часть, новое поколение к нам приходит, не только поколение Z, а и рожденные после 2011 года, которые называют поколением L, поколением, простите, альфа. Почему я L написала, не знаю. Поколение альфа, простите, пожалуйста. А это совсем другое поколение детей. У них и учеников, и студентов, у них нет приоритета в получении высшего образования. Они вдруг увидели, что могут справиться с работой, его не имея. У них появляются другие ценности. Они приравнивают картинку, которую видят на экране, с той картинкой, которая в жизни. Они создают контент на коленке. То, что мы как преподаватели сегодня переживаем, какая у нас камера, какой ракурс, сделали мы там настройки правильные, а у них нет такой проблемы. Они создают совсем другой контент, совсем в другом формате и с другими собственными акцентами. И вот сегодня это те важные аспекты, которые мы не можем пропустить мимо себя. То есть мы должны, как прежде, сначала разобраться с особенностями развития тех, кого мы обучаем, чтобы их понять. Потому что мы, войдя в класс в роли учителя, сразу должны понимать, мы мудрее. У нас есть опыт, у нас может не быть практики. Мы, может быть, впервые в жизни вошли в эту аудиторию, но мы теоретически подкованы. Мы должны понимать эту среду, в которой работаем, и учиться правильно управлять этими процессами учебными. Именно мы понимаем, как надо обучать, как надо рассказать, как надо спросить, кого можно спросить, а кого нельзя. И мы настроены на понимание каждого ученика. И если обучающийся видит, что мы к нему с таким пониманием относимся, он нам отвечает тем же. У него не бывает сложностей, если мы его учим с удовольствием. И я сегодня пришла вот на эту сессию не одна, умышленно, потому что я подумала, что нам всем интересен опыт практик. Нам всем интересно не просто констатировать, что да, есть такие поколения. Да, они характеризуются вот такими параметрами, вот они так живут, поэтому себя так ведут. А нам интересно понять, как быть в такой ситуации, как работать вот с такими детьми, что делать во внеурочное время, что делать с теми, которые маленькие, совсем садовские. А зачем нам новые цифровые инструменты, цифровые классы, например, как библиотека? А как вовлечь в этот процесс обучающегося? Это те вопросы, которые нам могли бы дать, ответы на которые могли бы дать нам психологи. Но, к сожалению, сегодня
нет такой, я не встретила, может быть, не встретила такой классически обоснованной, психологически выверенных рекомендаций, которые бы подсказали, какая память в каком возрасте, какое воображение, там, как себя может вести ребенок в зависимости от того, какой он возраст, в какой среде воспитывался. Поэтому нам приходится и вот эту теорию поколений изучать, и больше всего нам, конечно, помогают практически ориентированные учителя и специалисты, которые уже приобрели вот этот опыт работы в этой новой среде с этим новым поколением. Мы должны понимать, что ведь не важно, какую мы используем с вами форму или метод, важно, как мы это делаем. Владеем ли мы технологиями, понимаем ли мы эту среду, потому что главным все равно в любом процессе является кто? Обучающийся. И мы ради этого с вами работаем. Мы можем вокруг ходить, нам может нравиться или не нравиться, но ведь на самом-то деле школа и вуз созданы для ученика, для студента. Значит, мы должны понять, каким образом этот процесс организовать. У нас технические средства обучения поменялись, а вот те, кто использует эти средства, остались теми же. И это важно. Поэтому тот вопрос, который теория поколений может объяснить или дать нам какие-то наводки, как-то нас направить, это как раз вопрос, касающийся взаимодействия. Как сделать так, чтобы обучающиеся стремились к учителю, и которому 20, и которому 60. Как сделать, чтобы не опуститься на этот уровень, но как учителю учесть все эти возможности, как учителю учесть потребности, как учителю понять ученика и установить такое взаимодействие. Ведь в наших классах есть все, кто книги любит читать, и тот, кто в гаджет смотрит беспрестанно, и тот, кто любит на улице погулять. В нашем классе есть разные дети, и сегодняшние возможности, они нам открывают огромное поле для реализации. Я думаю, что грамотный учитель, желающий сегодня работать профессионально, он может сделать все. И вот таких магистрантов я сегодня, с позволения организаторов Галины Владимировны, пригласила в нашу студию на нашу сессию. Очень интересен вопрос, касающийся организации дополнительного образования, потому что нам надо понять, а вот как теперь быть тем, кто приходил всегда ножками своими в аудиторию, где надо многое делать ручками, понимать. И поэтому в нашей студии сейчас вот такая, видите, какая команда замечательная. Я о каждом расскажу коротенечко. А это опрос, который я проводила, чтобы понять вот эти вот наши поколения новые, чем они отличаются. А на самом-то деле и ничем. Все у них точно так же. У них даже интересы такие же, только форма проявления другая. Только потребности поменялись и изменились форматы представления вот этих вот интересов. Итак, в нашу студию приглашается замечательная магистр педагогики, директор центра СНЭЙЛ, может быть, вы его знаете, Юлия Нацкевич, которая работает с обучающимися и с детками от 3 лет и выше. И выше обучая в том числе и учителей, и преподавателей, и руководителей, и все время открывая и совершенствуя новые направления. Мы еще не придумали, а Юля вот вчера уже и подвесила информацию на Фейсбуке, и теперь мы можем этим пользоваться. Поэтому я с удовольствием Юле предоставляю слово. Пожалуйста, Юля. Спасибо большое, Марина Ефимовна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада вас приветствовать. И что же мы делаем для того, чтобы организовать работу с различными как раз-таки поколениями, с различными возрастами детей? Центр СНЭЙЛ, наверное, как сказала Марина Ефимовна, ну и я пытаю такую надежду, известен уже многим. Мы на протяжении 20 лет проводим дистанционные конкурсы как раз для детей от 3 до 18 лет. То есть в рамках одного даже конкурсного года у нас проходят разные возраста деток, и за все эти время, а это время 20 лет, вчера я обратила внимание, конечно, тот запрос, который поступил от Марины Ефимовны, он на многие интересные исследования, небольшие подтолкнул, которые я для сегодняшнего вебинара сделала.
И так как вы понимаете, мало написать в аннотации к конкурсу, что этот конкурс для того или иного возраста детей, для того, чтобы они могли зайти, и им было интересно. Вот ссылка на сайт, я сделала, конечно, QR-код, но нас можно найти по слову snail, через snail, и вы попадете на наш сайт, достаточно уникальное имя в цифровом мире. Поэтому мы, конечно, пишем возрастной диапазон, и это важно, но мы пошли немножко дальше и поняли, что без специальной технологии мы провести определенные дистанционные конкурсные мероприятия на определенную возрастную категорию навряд ли сможем. И здесь наши знания педагогики и психологии, полученные в ВУЗе, уже стали немножко теряться, потому что те знания, которые получала вот лично я, это 96-й год, я закончила педагогический университет, и, как понимаете, и сейчас Марина Ефимовна обосновала это, меняется все настолько быстро, что те азы, которые я получила в этом направлении, конечно же, требуют постоянного доработки и самообразования. Итак, мы разработали, опробировали и успешно используем технологию, которая в дальнейшем была, конечно, мною описана в рамках магистратуры Марины Ефимовны. Именно с этой темой я пришла и технологически, методически ее описала и защитила в формате магистерской работы. Именно она позволила нам организовать то, чем мы сегодня занимаемся. Что именно? Мы проводим конкурсы, в основе которых лежит обучающий компонент. Именно это я изобразила на нашем слайде, именно это у нас находится на нашем сайте, образовательный обучающий компонент. Но используем стандартную конкурсную механику, которая детям привычна. И получается, что дистанционное соревнование стало обучать. Но обучать на разном возрасте нужно же по-разному. Итак, как же мы это непосредственно делаем? Мы выделили несколько составляющих. Первое, что должно быть в конкурсе, это степень самостоятельности. Давайте рассмотрим ее на основных возрастных категориях, которые у нас присутствуют. Дошкольники. Дошкольники, конечно же, участвуют совместно с родителями. Это мы обязательно прописываем, комментируем, и задание у нас строится таким образом. С родителями или воспитателями, которые выполняют роль тьютера. То есть они не выполняют работу за детей, не помогают ему что-то найти, сформулировать, они тьютеры. То есть появляется новая профессия, которая применяется в рамках дистанционного конкурса. Начальные классы уже участвуют либо с учителем, либо начинают участвовать самостоятельно. И вот здесь взрослый, в данном случае учитель, выполняет роль куратора. Он помогает организовать этот процесс. Средние и старшие классы, конечно же, участвуют в основном самостоятельно, но учитель все равно присутствует, то есть взрослый человек в их деятельности в рамках дистанционного обучения, но уже в роли координатора, в роли товарища, который помогает этот процесс запустить. Это было о степени самостоятельности. Следующий компонент, который обязательно должен учитываться в возрастных особенностях создания конкурса, это представление контента конкурсных заданий. Согласитесь, что разные возрастные категории должны получать контент по-разному. Как? Дошкольникам предлагается задание в очень лаконичной форме, ответом на котором будет «выбери, отметь, обведи, допиши, обозначь». Дети школьного возраста уже, конечно, для них формулируются задания в различных форматах. Это и текст, и таблица, и диаграмма, и от них требуется уже ответ в формате анализа и вывода. То есть чем старше ребенок, тем, можно сказать так, по пирамиде Блума, его задание формулируется с более сложным компонентом. То есть если дети начальной школы на уровне «повтори, определи, дай похожий ответ», то чем дети старше, тем для них формулируется задание более высокого уровня, проанализируй, обобщи, сделай вывод и в таком вот формате. И третья составляющая – это время на выполнение конкурсных заданий. И вот здесь я обратила внимание, вернувшись в памяти на самое начало наших дистанционных мероприятий, это был 2000 год, что если в самом начале, в 2000-х годах, 2000
до 2010 мы проводили конкурсы в несколько этапов, и не только мы, все, кто этим занимался. Это были прямо такие проекты длинные, которые длились в течение 3-4 недель. То сегодня конкурсы в основном измеряются в минутах. 20 минут на задание на конкурс, 30 минут, 60, то есть длинных мероприятий практически не проводится. Как у нас проходит это сейчас? Для дошкольников это 15-20 минут на выполнение конкурсных заданий, это 5-10 заданий. А для начальной школы это уже 30-40 минут, 7-12 заданий, а средние детки выполняют уже задания старшеклассники в формате 45-50 минут. То есть сегодня мы измеряем время в минутах, но эти минуты по возрастам градируются таким образом. Вот эти 3 составляющие: степень самостоятельности, представление контента и время на выполнение конкурсных заданий, конечно же, с самого начала были определяющими для организации дистанционного конкурса. Именно это, можно сказать, является таким базисом, основой, которую должны продумать, мы должны продумать для составления технического задания для наших авторов. Авторы, которые пишут конкурсные задания непосредственно, для них это базис. И Центр Snail, как я уже сказала раньше, проводит конкурсы с 2000 года, и первые наши участники это были поколение Y. Это поколение 82-94 годов рождения, и можно сказать, что это был Snail версии 0.0. То есть я и так назвала, буду, наверное, в дальнейшем применять благодаря сегодняшнему мероприятию. Итак, степень самостоятельности, вот эти 3 составляющие. Степень самостоятельности, дистанционные коллективные проекты, контент, задания, кейсы, представленные в виде объемных текстов. Время на выполнение дистанционного конкурса от месяца до 9 месяцев, то есть целый учебный год. То есть это то, как мы работали с поколением Y, организовывая для них дистанционные мероприятия. Snail версия 1.0 – это уже 2010 год. Мы переходим к поколению Z. То есть у нас еще есть сколько-то Y, но у нас уже дошкольное и начальное отделение поколения Z было в тот период. Степень самостоятельности изменилась. Мы перешли к дистанционным конкурсам, и это уже индивидуальные, или небольшими группами участия. То есть мы ушли от проектов. Контент – задания в виде текстовых задач с использованием поисковых систем для их решения. На этот момент уже достаточно хорошо были развиты поисковые системы, и задания изменились. Нужно было не просто что-то найти, а как раз-таки начать анализировать, обобщать и делать вывод. И время для выполнения очень сократилось от 1 недели до нескольких месяцев. На тот момент стали такие. Snail версии 2.0 – это Snail сегодняшнего периода, 2020 года. В основном он полностью предлагает дистанционные мероприятия поколению Z. Сегодня это у нас дети 2002-2014 годов рождения, как Марина Ефимовна сейчас тоже нам сказала, что у нас уже заходит поколение следующее, альфа, которые у нас в дошкольниках, и для них мы начинаем проводить мероприятия по-другому. И это очень интересно, я об этом, кстати, раньше никогда не думала, а вот сейчас, анализируя, это видно. Итак, степень самостоятельности сегодняшних дистанционных конкурсов. Это онлайн-конкурсы и олимпиады только индивидуального участия. Групповых практически запросов нет. Детям групповые перестали нравиться совсем, они в них просто не участвуют. Контент – лаконичность с выбором ответа или его вводом в поле для ответа. Нажать, ввести, получить сразу результат. И время сократилось, как я сказала, до минут. От 20 до 60 минут – это время на выполнение конкурса, а то бывает и еще меньше 20, когда мы просто проводим такой онлайн-конкурс, то у нас и в 15 минут бывает такое измерить. И так как мы увидели, наверное, вы вместе со мной, посмотрев мою небольшую таймлайн, где я изобразила как раз Snail поколение, что организация работы над дистанционным конкурсом зависит от степени самостоятельности, представления контента и времени. И организация, конечно, дистанционного конкурса меняется, но в основе изменений не технологии, как еще недавно я сама думала, а сейчас мне кажется, что в основе это как раз-таки характеристики поколения.
которые влияют на технологии, которые, в свою очередь, влияют на то, как меняется, вот в данном случае, дистанционный конкурс и наша работа с возрастами, с разным возрастом в рамках конкурса. Спасибо. Спасибо, Юля. Я, конечно, знаю, что ты можешь продолжать, и для тебя 10 минут – это такой страшный аншлаг. Тем более то, о чем ты говоришь, это очень важно и очень интересно, потому что ты имеешь конкретный практический опыт, и человек, который решил сегодня реализовать дополнительное образование, неклассную деятельность, для него, на мой взгляд, это очень ценно то, о чем ты сегодня говоришь. Но я думаю, что эта встреча еще будет и не один раз. И ты, конечно, ответишь и на вопросы, если они появятся, и еще придешь в эту студию к Галине Владимировне, гостеприимной, к Марине Анатольевне, которые с удовольствием тоже послушают более глубоко вот тот опыт, который ты имеешь и которым ты располагаешь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. А мы пойдем дальше, потому что, как вы видите, очень важно не только просто учить в классе, а быть к этому подготовленным. Вообще очень важно понять, не с нуля начинать, а наращивать. Поэтому такой, знаете, на мой взгляд, должен быть позитивный момент для организации в обучении – это подготовленность современного учителя. И совсем не важно, молодой он или не очень. Мы сегодня все в равных условиях, и каждый на своей ступенечке должен делать свое дело профессионально. И поэтому я сейчас микрофончик на 10 минут передаю не менее профессиональной магистрантке, кандидату педагогических наук, замечательной Татьяне Чекалиной. Пожалуйста, Таня. Спасибо большое, Марина Ефимовна. Коллеги, поставьте, пожалуйста, в чате плюс, что все в порядке со звуком, вы меня слышите. Да, все, спасибо большое. Итак, действительно, сегодня, на мой взгляд, очень важное мероприятие, потому что молодых педагогов, на мой взгляд, нужно всегда поддерживать. И здесь хотела бы я, наверное, вот свое выступление построить именно с учетом поддержки и дать какие-то, вот с позволения вашего, напутственные слова молодым педагогам, молодым учителям. Потому что, с одной стороны, профессия очень сложная, но с другой стороны, на мой взгляд, очень интересная, потому что я всю свою профессиональную деятельность по образованию, и сейчас я, безусловно, работаю педагогом и работаю с педагогами, и мне кажется, это очень интересно. Что касается темы теории поколения, на самом деле, дорогие друзья, это, конечно, тема очень дискуссионная, спорная, потому что если вы погрузитесь достаточно глубоко в изучение этого вопроса, то вы найдете, что все те особенности, которые приписывают поколению Z, уже развенчаны, и существует много публикаций, других исследований, которые говорят о том, что это миф, и на самом деле подтверждений нет. Но тем не менее, что говорят все исследователи и противники, тем не менее, данной теории, что мы должны, безусловно, учитывать индивидуальные, психологические и возрастные особенности наших учеников, наших обучающихся, с которыми мы трудимся. И так же, как, например, мы, работая в системе дополнительного профессионального образования, в рамках системы повышения квалификации, конечно, мы обращаем внимание и на эти возрастные другие особенности. Но тем не менее, вот здесь на слайде, коллеги, я отобразила несколько моментов, ключевых моментов, которые сейчас наиболее подробно обсуждается в системе образования, не только в нашей отечественной, но и в зарубежной, и на что мы обращаем внимание, например, работая с педагогами. Безусловно, очень важно, когда вы заходите в аудиторию, выстраивать обратную связь со своими учениками. И сейчас в рамках пандемии, в рамках дистанционного обучения, я думаю, что многие коллеги именно обращали внимание вот на этот этап. Конечно, в традиционных уроках у нас всегда с вами, как правило, присутствует этап рефлексии, когда мы подводим итоги урока, когда мы просим высказаться обучающихся, и это важная часть урока. Когда мы ушли с вами в дистант, многие учителя, к сожалению, забыли про этот этап, и у них возникли проблемы с родителями, у них возникли проблемы с учениками, потому что многие ученики просто оказались вырваны из контекста и возникали определенные сложности. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, обращайте внимание. Тем более, вот здесь вы видите, что у меня красной чертой ниже я написала цифровые технологии.
именно та основа и тот базис, который, на мой взгляд, должен быть сейчас в работе каждого учителя. Неважно, вы молодой педагог, либо вы опытный уже педагог. А молодым коллегам, конечно, здесь, безусловно, необходимо очень внимательно разбираться в использовании цифровых технологий и то, что я говорю, в том числе при организации обратной связи. Микрообучение. Еще одно понятие, которое также вызывает определенные даже негативные какие-то комментарии в этом отношении. Но, коллеги, обратите внимание на себя и проанализируйте свои ощущения, когда, например, вы обучаетесь, либо слушаете, вот как сейчас вы в дистанте. Почему-то вебинар у нас организовывается, когда мы проводим его в течение 40-60 минут. Какие-то другие онлайн-встречи мы тоже ограничиваем во времени. То есть нам действительно очень сложно, например, в течение нескольких часов сидеть на занятиях, сидеть в аудитории и так далее. То же самое это относится к нашим ученикам. И здесь я хотела бы сделать, например, акцент вот на сейчас многие педагоги становятся авторами, разработчиками каких-то своих электронных курсов. Вы работаете в системе дистанционного обучения с различными платформами. И обращайте внимание, когда вы работаете с электронным контентом, прежде всего, почему у нас на уроке каждый этап буквально имеет по длительности несколько минут. Но почему-то мы про это забываем, когда мы идем с вами в дистанционное обучение. И микрообучение состоит абсолютно, вот это тоже такое понятие, его можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, например, когда вы записываете видеоролик, обращайте внимание, что он не может длиться 1,5 часа. Когда вы даете какое-то задание ученикам, вы тоже смотрите, а какое содержание у этих ребят, потому что вот сейчас опять-таки обращусь к опыту дистанционного обучения, родители жаловались, когда педагоги задавали домашнее задание по 20, по 30 заданий, потому что считается, что ученик находится дома, у него много времени, он поэтому может трудиться достаточно много над домашним заданием, но это тоже неправильно. Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, это разнообразие форм учебного контента. Сейчас действительно неважно, причем, коллеги, какое у вас техническое оснащение в классе, тем не менее вы можете позволить себе не только работу с нашими классическими, традиционными формами и форматами учебного контента и учебного материала. Кроме учебника и рабочих тетрадей, у нас с вами есть различные сервисы и приложения, с помощью которых вы можете разнообразить урок, как традиционный, так и дистанционный. Для чего это нужно? Это не дань моде, это не те тренды, которыми мы с вами должны следовать. Это действительно современные инструменты современного учителя, которые помогают выстраивать, на мой взгляд, интересный образовательный процесс, который повышает мотивацию учеников. Но вот здесь, коллеги, я всегда делаю акцент. Когда вы начинаете применять цифровые технологии, тем более вот с учетом разнообразия, это не значит, что у вас на уроке вы должны использовать, например, сразу 10 каких-то сервисов. Это опять-таки тот недостаток, те отрицательные стороны, которые мы сейчас увидели при массовом дистанционном обучении, когда один учитель применяет одну технологию, второй учитель использует другой сервис, и на каждом из этих сервисов ученикам необходимо было регистрироваться, это сложности определенные и так далее. То есть здесь важно не количество, а именно разнообразие. А откуда мы возьмем это разнообразие? Коллеги, все идет от цели. Что вы хотите с учеником достичь, какой цели? И исходя из цели, дальше вы уже выбираете тот инструмент, который у вас есть. А повторюсь, инструментов сейчас очень много. Следующий акцент, на котором хочется обратить ваше внимание, это, конечно, практикоориентированность. С одной стороны, действительно сейчас, вернее, даже много лет уже говорят о том, что ученики, да даже я вспоминаю, своих одноклассников говорили, зачем мне синусы в школе, где они мне пригодятся в жизни. Да? И сейчас также ученики задают вопросы нашим педагогам, зачем мне изучать математику и строить логарифмические графики, где это мне пригодится в жизни и так далее. Сейчас на это смотрят опять-таки с разных сторон, коллеги. Как мы можем применить тот учебный контент, который у нас заложен в федеральных государственных образовательных стандартах, другой нормативной документации, действительно, а где ребенок это сможет применить.
То есть практикоориентированность учебного контента. Или те самые сейчас, опять-таки, вполне возможно, что вы уже тоже встречали модные словосочетания мягкие и жесткие скиллы, софт-скиллы, хард-скиллы и так далее. Коллеги, к этому тоже можно по-разному относиться. Есть как сторонники, так и противники данных тенденций. Но, на мой взгляд, действительно очень важно, это опять-таки идет из классической педагогики, связь с жизнью. Это у нас с вами не новая тенденция, не новый тренд. Как мы можем применить данный материал в дальнейшем в своей профессии или просто в своей повседневной жизни. И опять-таки здесь на помощь приходят цифровые технологии. Ну и еще один момент, на котором я хотела бы остановиться, это индивидуализация либо персонализация. Здесь опять-таки кто-то ставит знак равенства между этими терминами и понятиями, но тем не менее у каждого из них есть особенности. Перед вами сидит класс, да, 30 человек, и многие учителя, конечно, говорят, какой может быть индивидуальный подход, когда передо мной 30 учеников, и у меня всего 45 минут времени. Коллеги, здесь опять я могу сказать, что существует достаточно много уже технологий, когда действительно вы можете выявить особенности у каждого ученика, когда вы можете помочь каждому ученику освоить какую-то сложную тему, справиться с какими-то другими сложностями вашего предмета и так далее. Потому что здесь рецепты уже есть, и вы можете найти эти рецепты. И самое главное, коллеги, я бы вам сказала так, не нужно бояться, нужно пробовать, нужно экспериментировать. Берите все новое, интересное, что сейчас происходит. И самое главное, действительно, у вас должна быть тяга к саморазвитию. Потому что неважно, сколько педагогу лет, если он остановился на уровне вуза, то есть то, что ему дали в рамках высшего образования, а дальше педагог не развивается, то с такими учителями, конечно, очень скучно работать, и, как правило, и результата мы не получим. Поэтому вот завершая свое короткое выступление, повторюсь, что, конечно, у вас очень интересная профессия, и самое главное, не нужно бояться всех трудностей, нужно развиваться, нужно вести за собой учеников, и тогда, безусловно, у вас все получится. Спасибо, дорогие друзья. Таня, спасибо большое. Знаешь, ты поставила такую очень важную веху в двух вопросах. Вот мне казалось, контент, практика, персонализация – это уже даже важные вещи. Но я в последнее время очень долго и много размышляю над обратной связью. Мы ее как-то отрезали от современного обучения. Отрезали в каком плане? Она у нас обычная в традиционном, в очном. Мы к ней привыкли, Да. и мы ее даже не рассматриваем. У нас нет такого вопроса в педагогике. Вот я специально копалась, чтобы найти вот эти вот комментарии, объяснения. Мы на нее не обращали того внимания, которого она заслуживает. И поэтому, придя в дистанционный формат, мы как бы раз и забыли об этом. Конечно. Это очень существенно, но об остальном тоже можно еще говорить. Спасибо тебе большое. Спасибо, всего доброго, Спасибо, коллеги. Татьяна. А мы пойдем с вами дальше. Вы знаете, уважаемые коллеги, что есть много направлений в образовании, которые тем или иным образом были забыты. Или они как будто бы считались второстепенными, но мы без них никуда. Просто мы не задумывались. Вот они есть и есть. И у меня есть такая замечательная магистр уже педагогики, такая уникальная электронная девушка, которая зовется Натальей Кубрак. Это просто замечательный библиотекарь, ее можно назвать электронным библиотекарем. Она известна, наверное, в любой библиотеке в России и не только. Это такая наша цифровая Наташа. Ее с удовольствием слушают и магистранты мои, и новенькие, и старенькие, и преподаватели. Куда бы Наташу не пригласили, то все хотят продолжения встреч. И говорят о том, что а как же так, нам об этом раньше не рассказывали. Как же так, мы этого не знали? Потому что вроде бы Наташа говорит прописные истины, но как они звенят в сегодняшней среде, в сегодняшней вот этой вот цифровой образовательной среде, и как по-новому на них Наташа смотрит. Поэтому с удовольствием, Наташа, 10 минуточек. Добрый день, коллеги. Слышно ли меня? Плюсик можно. Угу. Все, замечательно. Да, я действительно занимаюсь библиотеками и пытаюсь как-то обновлять их в офлайне и в онлайне.
И если говорить о... Спасибо за хорошие слова, я просто после такого анонса даже застеснялась. Смотрите, вот история, теория поколений. Когда она появилась, я долго, ну, вернее, когда стала вот в последние года муссироваться эта тема, и она меня очень как-то смущала, потому что я понимала, что вот эти временные рамки, обозначенные автором теории, ну, они вообще с нами не стыкуются с тем, что я вижу в повседневности. Да, понятно, это разные поколения, да. Потом я поняла, что, и это подтвердилось какими-то поисками в статьях, что все очень условно и зависит от локации. И потом у меня как-то это все сложилось, потому что вот поколение X это, по сути, советские люди с теми ценностями, да, поколение Y, это вот мое поколение, это дети доперестроечные и вот и перестроечные, те, которые потерялись. Да, и поколение Z можно уже считать от 2000-х, когда мы перешли с аналоговых да, технических средств на цифровые. Это, ну, я видела подтверждение этому в статьях, ну, и вот я вижу, что вот это более близко к нашей реальности. И еще вопрос, который про психовозрастные, психолого-возрастные характеристики, да, которые мы пытаемся дать в рамках этой теории. Как мне кажется, здесь эта история больше про ценности, да, которые присущи тому или иному поколению. Вот как раз-таки возрастные особенности, мне кажется, они все схожи. А вот ценности разные, потому что жизнь изменяется. И если мы говорим о библиотеке, да, в образовательном учреждении, которое, по сути, такое пространство, которое должно быть комфортным, как в офлайне, ну, то есть как в физическом смысле, так и в виртуальном. И, по сути, это еще, и знаете, если мы соотнесем с сегодняшними реалиями, это такой продукт. Вот есть коммерческие продукты, которые требуют продвижения. Так вот, библиотека в образовательном учреждении, это, конечно, продукт не коммерческий, но также требует какого-то движения, маркетинговых подходов. И здесь нужно отталкиваться от ценностей и от базовых потребностей наших клиентов. Простите за такое слово, да, но в этом контексте. Так вот, как раз-таки вот здесь это ценностные такие характеристики, они действительно работают. В библиотеке есть 3 составляющие, да, это, по сути, 3 потребности. Это потребность в чтении, просто в чтении, в коммуникации и потребность в получении информации, да, а сегодня это цифровые сервисы, по сути. И на слайде, да, какие-то вот эти особенности я разместила, и здесь нужно понять и принять как данность, что действительно люди старшего поколения, они будут воспринимать большие тексты, не принимая современную западную культуру в литературе, да, то, что сейчас происходит. И в то время действительно было принято быть эрудированным человеком, то, конечно, поколение мое уже принимает современную западную культуру, которая влияет также на их мировоззрение. Мы еще из тех детей, которые стремятся сказку сделать былью, и это тоже отражается в наших потребностях в чтении. Мы именно такую литературу и ищем для себя. То есть если наши читатели, педагоги, вот поколение Y, то мы здесь ориентируемся и предлагаем им примерно вот то, что для них подходит. И, конечно же, поколение Z, если говорить о чтении, то нужно вообще понять, что тексты им интересны в меньшей степени, потому что они воспринимают вообще все форматы, да, и клиповость порой мешает им читать. А еще они должны понимать, зачем они должны это читать. То есть здесь у поколения Y есть практика ориентированности, а здесь уже это все перерастает в прагматичность, да, и, конечно, для них важен индивидуальный подход, они ищут уникальность, даже книга должна быть уникальная. И здесь как раз-таки, если мы продвигаем, то есть им сама книга может быть неинтересна, но общение вокруг книги и коммуникация
им гораздо интереснее, да, и та история, которая связана с определенной книгой, именно она их зажгет. Если мы говорим о поколении Z и переходим ко второй потребности, это коммуникация в библиотеке. И нужно сказать, что сегодня вообще модернизация библиотек как раз с чем связана? Выросло поколение тех потребителей советских, которые читали, но коммуникация была важна в меньшей степени, а растет поколение тех, для кого коммуникация является основным таким предметом, да, и одной из основных ценностей. Поэтому и сейчас модернизируются библиотеки, как вузовские, так публичные, так и школьные, потому что по-другому выстраивается работа не вокруг книги, а вокруг потребителя и поколения, вот этого поколения Z. И смотрите, здесь даже, если мы говорим о коммуникации, это мероприятия, образовательные мероприятия, культурно-просветительские. То здесь можем исходить, да, если мы формируем какой-то пул мероприятий, мы должны ориентироваться, какими они могут быть, потому что люди у нас как раз... Поколение X – это одни люди, да, мы понимаем. Мое поколение, что удивительно, вот по сути мы не чураемся цифры, мы ее принимаем, но между тем, даже по наблюдениям вижу, что цифру нам изучать комфортнее, если мы все соберемся в офлайне и будем вместе обмениваться опытом. Да, то есть это вот наше поколение. Для нас важно именно знания получить, да, хотя, например, для поколения X важен диплом, сертификат и так далее, потому что жизнь тогда была такая, и ценилась именно, да, сертификация, скажем так. То есть, опять же, это, если мы проектируем образовательное мероприятие, мы должны понимать, для кого оно и с какими особенностями. Если это старшее поколение, то надо давать грамоты. Поколение Z здесь очень интересно, потому что уже тогда у них, во-первых, они очень за искренность. Есть такое слово у этого поколения трушность, да, от true английский, правдивый, честный, потому что для них важны искренние отношения, абсолютно горизонтальные на равных. И в связи с тем, что они творческие, они спокойно, безбоязненно хотят выступать в роли учителя, педагога, соавтора этих мероприятий. И вот здесь нужно это учесть, и это классное сочетание, когда есть представитель поколения Y, и с ним рядом зетовец, который поможет и сделает все, и сопроводит такое мероприятие, потому что это и творчество, это и какая-то наглость определенная, и еще они очень легко вливаются в любые направления, то есть они спокойно меняют профессии и свое местонахождение. Это может быть и минусом для работодателя, но то, что они ломают себя достаточно легко, и для них это не ломка, да, хотя для нас сложно, для поколения Y, или тем более X менять профессию, они это делают легко и даже порой не задумываясь. Поэтому если мы проектируем мероприятие, вот можно на это ориентироваться. И третья вещь – это потребность в информации, а сегодня, конечно, это цифровые сервисы. Хорошо, если в библиотеке есть цифровые сервисы, да, и какие-то она предоставляет, электронный каталог и вообще какой-то доступ к электронным библиотекам, то, конечно, мы все, наверное, с этим сталкивались, да, потому что людей того поколения достаточно сложно научить. Ну, здесь возрастные особенности и, да, и недоверие к западной культуре есть. Наше поколение, поколение Y, вот оно интересное. Мы, с одной стороны, вот застали все вот технические средства от бобин, микрофиш, перфокарты, и вот сейчас что, да, и поэтому мы достаточно плохо привыкаем к тому, что сегодня за фильмы нужно платить, за электронные книги нужно платить. Как-то мы раньше справлялись, да, и вот библиотека тоже может использовать этот момент и предоставлять такие бесплатные сервисы, доступ к электронным библиотекам. То есть, когда мы проектируем цифровую инфраструктуру в библиотеке, то это тоже можно учитывать. И, конечно, зетовцы, если учитывать их склонность к коммуникации, к самообучению,
и готовности обучать других, вот они как раз сегодня могут стать нашим подспорьем. И их действительно можно смело подключать, потому что, ну, фактически у них развиты soft skills, да, вот это как раз коммуникация, гибкость, а у нас есть хорошие предметные навыки, hard skills, и вот это сочетание может давать хороший результат, если мы проектируем библиотеку и привлекаем наших читателей, формируем таким образом такую комфортную среду и продвигаем библиотеку как некоммерческий продукт в образовательном учреждении. Спасибо большое. Я надеюсь, что я уложилась. Спасибо большое, Наташа. Ты знаешь, ты сказала две такие очень важные вещи, которые в глазах современных преподавателей смотрятся абсолютно по-другому. Ты сказала, что сегодняшнее поколение как ценность считает организацию коммуникации. Хотя в основном поколение учителей, неважно какое оно, X, Y там или за Y, оно считает, что наши студенты, наши школьники не хотят общаться, им нравится быть тихо сам с собой. Но ты абсолютно права, что они в интересной для них коммуникации очень много с интересом коммуницируют. Это первое. И второй очень интересный момент – это вот эта трушность, когда они хотят быть на равных, им это интересно, им полезно, а мы в силу своей консервативности, видимо, непонимания процессов, мы их отодвигаем, мы работаем с этим поколением так же, как и с предыдущими. Пойди налево, сделай направо, и наступит счастье. Вот такая у нас цифровая Наташа. Я надеюсь, что это будет не единственная с ней встреча. Спасибо, Наташа, большое. Я понимаю, что 10 минут – это совсем не айс. Ну, вот такой марафончик у нас сегодня. Спасибо. И мы поехали дальше. И следующий вопрос, который тоже очень важен, и, наверное, даже не вопрос тоже, а просто очень важен, потому что есть у нас такая магистр, ну, естественно, знаете, уже давно сформировавшаяся, состоявшаяся, имея уникальный свой ресурс, дистанционный репетитор, но мы с удовольствием наблюдали вот такую профессиональную пробиваемость, потому что не очень просто шел путь в магистратуре у Светланы. Тема, которую она выбрала, она не принималась вот тем поколением, которое привыкло жить по-другому. Но на сегодняшний день это очень актуально, и нам это удалось. И так технологии вовлеченности, или что делать с этими детьми на уроке. И я сейчас к микрофону приглашаю нашу Светлану Александровну Прудченкову и Александра Сергеевича. Я думаю, что они вот сейчас где-то здесь вдвоем появятся. Вы здесь, Светлана Александровна? Ага, все, я пока отключаюсь, у вас 10 минуточек, пожалуйста. Нас слышно, нас видно, напишите, пожалуйста. Чуть-чуть. Видно? Ну, мы тогда начинаем. Кому вдруг не слышно, да, все отлично. Ну что, я все-таки по старшинству начну. Первые 5 минут уже даже будильник запустил. Несколько банальных тезисов, извините, практических все-таки. Самое простое первое – понять и принять, что новое поколение, оно всегда новое. А чем оно отличается от предыдущего? Это было всегда, но так было и так будет. Но самое главное – не делать из этого трагедии. Вот фразу пишу: педагога спасет профессиональный подход. Это первое, что нужно делать. Работа над своим профессиональным мастерством. И учитывая то, что Россия очень большая и условия очень разные. Есть Москва, а есть, извините, сибирская деревня, где мы недавно были. Там мы не слышали о том, что интернет вообще-то есть. Это тоже нужно учитывать, поэтому вот такие делать поправочку, особенно молодым начинающим педагогам, на то, что мы живем в разных условиях. Извините, я вспомнил речь Ленина на 3-м съезде. Кто ее не знает, почитайте, иногда интересно бывает. Учиться, еще раз учиться. Но ключевое, сегодня мы учимся не только у классиков или у гуру, и даже по тем самым электронным учебникам или дистанционным курсам. У подрастающего поколения, у тех самых детей, о которых мы сегодня говорим. Не бояться, честно сказать, я не знаю, помоги. Вот я для себя пишу, что я действительно сейчас стал даже осваивать те программы, которые ребятам интересны, тот самый TikTok, который не слышал еще год назад, что он существует. И это наш плюс и наш огромный, наверное, риск. Учиться всю жизнь в профессии. Это нужно просто понять, это тот самый вызов глобальный, который сегодня существует. Но и еще один очень важный, 3-й тезис.
Педагогу нужно быть в потоке, ну, сегодня слово ключевое, мейнстрим. То есть плавать в одной воде, в одной реке, в одном океане. Вот это ключевое. И технологии, и сервисы, и культура, и вот те самые квизы, квесты и все остальное, чем ребята сегодня живут. Если я это не принимаю и в этом не участвую, ну, я становлюсь для них действительно чужим, и тогда в любом случае в профессии никакого контакта не получается. Ну, образ, который я часто использую, рука на пульсе. То есть очень важно это держать и это ощущать. И еще раз, жить вместе с детьми, а не вместо и не рядом. Вот это ключевая позиция. Наблюдатель сегодня не очень, скажем, продуктивная позиция, которая, конечно, очень сильно мешает. Четвертый тезис, очень важный тоже для меня, я это каждый раз транслирую, понять мир страхов и проблем ребенка. Они многократно увеличились сегодня. Если раньше вот себя вспоминать, да, мы боялись тех самых бабушек, которые сидят у подъезда, вдруг они маме что-то расскажут. Сегодня многократно увеличились те самые риски, с которыми ребенок сталкивается. Интернет, урбанизация, информационный терроризм. Да, кстати, извините, материальные соблазны сегодня. Сколько раз ребенок старается поменять свой гаджет в течение учебного года, а в семье иногда не хватает ресурсов, не иногда, может быть, даже часто. И ключевое здесь. А дети не знают, к кому обратиться, кто им может помочь. Мы часто сами не готовы, написал даже ты, у нас нет психологической подготовки специальной. Я прошу прощения, если есть психологи, очень мало практических, в основном теоретики. Ну, тест дадим, а дальше что, ребенку ведь не тест нужен конкретный совет и понимание, которое, если это все часто не бывает. Один из выходов, уже завершаю свою часть, конечно, это общение, это уважение. Работа и общение с детьми на равных, но в меру. Пишу себе здесь, да, особенно если есть начинающие педагоги, советую раз в год хотя бы пересматривайте фильм «Республика Шкит». Там практически все зафиксировано, каким образом нужно реально выстраивать общение с ребенком, чтобы вы были уважаемый, коллектив вас понимал, и дети в том числе. Нужен практически и то для ребенка. Опять психологи так рождают принцип. Здесь и сейчас. Не завтра, учи, это тебе когда-то поможет. Я хочу здесь и сейчас, особенно вот той самой классификации, о которой вы говорили. Самостоятельность и ответственность. Принцип, в котором мы живем уже почти 25 лет в нашей программе, как раз свобода и ответственность. Я должен чувствовать ощущение свободы, но одновременно отвечать за то, что я делаю, и это очень важно. Ну, в данном случае еще один из тезисов, когда-то обучался в аспирантуре, Шалва Александр Шаманашвили, нас очень простому тезису научил. Ребенок имеет право на ошибку. Вот это ключевое. Только ошибаясь, только развиваясь, я тогда двигаюсь. Если этого нет, живу по шаблону, живу по чужим советам, заканчивается школа, и заканчиваются шаблоны, и заканчивается свет, и я не знаю, что делать, потому что нет рядом учителя, даже самого там любимого или влюбленного ребятишек. Ну и все, завершаю уже. Много лет мы работаем, и нас спасают технологии вовлечения, о которых сейчас Светлана больше будет говорить. Я только об одной, то, что мы сейчас делаем, мы создали педагогическое конструкторское бюро, и пытаемся все это вот таким образом, ну, оформить в виде конструкторов. Один из них как раз конструктор социальных проектов, ну, для себя написал, извините, себя не похвалишь, как бы лекция зря прошла. Реинкарнация Макаренко. Инициативная, командная работа по решению реальной социальной проблемы своими силами и под свою ответственность. Вот это, наверное, лучший заход, когда вот, слова особенно говорить не надо. Тоже, конечно, написал ты этот тезис. Конечно, проблемы есть. Далеко не все наши ребятишки, которые включаются в эту проектную деятельность, ну, скажем так, доходит до конца проекта. Но если это получается, вот то самое ощущение олимпийского чемпиона, ощущение крыльев и успеха, ну, самый простой пример, 3 скамейки перед школой, которые ребята одной из чигинских школ сделали, прошло уже 2 года, они до сих пор этим гордятся, и это является примером для них. Ну и приглашаю на нашу большую программу, мы сейчас ведем как раз онлайн-регату по социальному проектированию, наберите в интернете «Паруса 2020», встретимся там. И передаю слово Светлане. Да, я подключаюсь, я вижу, что у нас не та камера. Я попробую ее подключить. А ты не видишь, что ли, сюда? Вот так мне нравится больше, так просто правильное освещение. Нас слышно? Мы тут, снова тут. Видно нас? Ну, переключилась ты. Все в порядке. Все, просто у нас сначала включилась не та камера, я это заметила. Мне очень низко та камера. Ну что, я продолжу. И действительно, независимо от поколения, когда все, казалось бы, представители одного и того же поколения оказываются у нас в классе, они все разные. И поэтому основываться только на теории поколения, да, только на том, что к нам пришло новое поколение, они все особенные, мы не можем. Мы всегда учитываем особенности каждого.
И, на мой взгляд, такие проверенные технологии вовлечения, которые работают не только с нашим поколением, которое у нас сейчас основное в школе, не только с тем поколением, которое приходит, конечно, у каждого есть свои особенности, те технологии, которые используют испокон веков и которые действуют. И когда спрашиваешь, например, педагогов, а вы играете в игры, почему-то многим кажется, что это неприлично говорить о том, что я играю в игры или в онлайн-игры, или еще в игры в телефоне, что это как бы такое какое-то негативное качество, которое надо скрывать. Но на самом деле педагог, который играет в те же игры, в которые играют ученики, он знает гораздо больше про технологии вовлечения, чем тот, который не играет. И мы чаще всего при построении своих занятий, своих необычных уроков для учеников, своих мастер-классов для педагогов, мы учитываем особенности игроков, которые выявил Бартл, да, и опираемся на них. И наверняка в каждом вашем классе вы точно вспомните, что у каждого из вас есть ученик или на дополнительных занятиях какой-то ребенок, которому очень нравится достигать определенных высот. Причем часто эти достижения он измеряет не собственным трудом, а количеством полученных грамот, сертификатов, наград, первых мест и так далее. Наверняка есть такой, который любит все это делать. Так называемые карьеристы, накопители. Другой тип исследователей, да, которым интересно копаться глубоко в любой теме, исследовать, творчески переосмыслять эту тему. Такие тоже есть в каждом нашем классе. Есть те, кто приходит пообщаться, кому интересно поговорить, где-то посоревноваться с другими, где-то объединиться для совместной работы. Но главное, зачем они приходят на наши занятия, это общаться с другими. Да, та самая социализация, о которой так много говорят. Ну и самый коварный тип для нас – это такой разрушитель, который настроен все разрушить любую систему. Он всегда находит слабые места и пытается перестроить всю систему под себя. Что же делать со всеми этими разными типами? Ну, безусловно, технологии, которые используем мы. Я уже сказала про игры, и мы очень любим использовать игрофикацию. Игрофикацию легкую, когда какие-то элементы, например, выдаем бейджи нашим ученикам или выдаем необычные сертификаты. У нас висит в открытом доступе 10 вариантов разных сертификатов. Если интересно, да, подарок для педагога, это называется файл такой. Ну или найдете нас, мы можем прислать. Сертификаты, которые ученик получает, например, на чаепитие с классным руководителем, да, индивидуальное чаепитие, иногда там в кафе, или сейчас это было на Zoom-встречу индивидуальную. Или получает ученик сертификат на возможность провести урок вместо учителя. Есть и сертификаты, например, на пропуск урока, да, разрешается проспать один урок и так далее. То есть много таких креативных сертификатов, которые влияют на мотивацию и на вовлечение учеников. Что еще? Безусловно, козырь любого педагога, который знаком со сторителлингом, это умение все превращать в историю. Ну, вы видите, у нас сегодня тут тоже два героя есть, которые помогают нам на нашем слайде. Такие герои у многих педагогов существуют. Это есть реальный персонаж, они в учебниках иногда бывают, реальные персонажи, какие-то талисманы, да, какие-то животные или там волшебные шкатулки или еще какие-то предметы, которые позволяют связать весь ваш школьный курс, все ваши уроки в увлекательный некий сериал. Потому что ваши ученики все равно ждут, когда появится снова этот герой, какие сюрпризы, какие тайны, какие загадки, интриги он вам приготовил. Да, и это вот удерживающий момент, который позволяет как клубок раскручивать достаточно долго вот эту историю с сериалом. Или, например, да, истории от неодушевленных предметов, которые позволяют любые явления превратить в настоящие загадочные истории. Ну, то есть таких примеров много. Если вы еще не используете силу историй, то рекомендую попробовать. Что еще? Еще у нас есть такая технология, которую мы называем креативный вызов. Она у нас и в карточном формате, и в электронном формате. Когда педагог получает такую вот одну из карточек, и на карточке 4 вопроса вызова,
нужно принять один из этих вопросов и попробовать в своей деятельности там, в течение недели или в течение 2. Звучат эти вопросы «смог бы ты», «сделал бы ты» и так далее. Ну, например, можно ли, да, могут ли ваши ученики провести на уроке расследование по данной теме? И в каждой такой карточке 4 вопроса. Один из вопросов связан с каким-то интернет-сервисом, то есть позволяет и освоить сервисы, и пополнить свою копилку какими-то необычными креативными идеями. Некоторые педагоги взяли просто этот прием, как задавать домашние задания. Одно дело написать «выполни номера задачи 5-7», а другое дело написать формулировку «а сможешь ли ты сделать задание 5-7?» Действует уже психологически немножко иначе. Что еще? Безусловно, в нашей копилке очень много вот таких фишек и крючочков, которыми можем делиться до бесконечности. Очень любим пополнять свою коллекцию из книги, которая стала у нас настольной, Дэйв Бёрджес «Обучение как приключение». Если кто-то вдруг ее еще не читал и не имеет в своей копилке, рекомендую как начинающим педагогам, так и опытным. Там действительно прям вот кладезь всевозможных идей, которые каждый раз начинают играть новыми красками. Ну и такой формат, как перевернутый класс, о котором можно много говорить, но это тоже одна из технологий вовлечения, которую мы можем использовать. Что еще учитываем? Безусловно, современные дети испытывают дефицит времени, а точнее дефицит внимания, когда такое количество информации обрушивается шквалом на них, как даже сегодня вот за этот час небольшим обрушилось на вас. Да? Мозг ребенка еще несовершенен и не успевает переваривать всю эту информацию. И вот учеными установлено, что ребенок сейчас способен воспринимать информацию вот так сосредоточенно 8 секунд. Да? При этом внимание у аквариумной рыбки 9 секунд. То есть мы вот сейчас примерно на таком уровне. И для того, чтобы справляться, конечно, нам нужны эти технологии вовлечения, и нам нужно помнить, что каждые 3-5 минут мы должны переключать внимание ребенка с одной деятельности на другой, с одного формата работы на другой, с глаз на руки и так далее. Вообще вот это сочетание работы руками и работы головой, оно особенно ясно сейчас проявилось, когда все перешли в дистант. Да, когда всех заставили работать только глазами, руками на уровне печатать, возникло дикое желание всем творить и что-то мастерить, лепить, рисовать. Да, вот все вот эти ручные ремесла вдруг неожиданно возникли даже у тех ребят, которые никогда этим не занимались. Поэтому помним, что руки нам всегда нужны, чтобы хорошо работала голова. Ну и завершая, я так понимаю, что время у нас там уже поджимает, завершая, скажу еще несколько принципов, которые мы очень любим. Еще одна наша любимая такая игра, в которую с педагогами играем, игра «Эффект красной розы», да, в которой много-много приемов, которые с легкостью встраиваются в наш учебный процесс, когда мы проектируем вот эти вовлекающие сценарии. Про принцип сериала я сказала, еще один любимый принцип – принцип конфеты. Да, подавать любую, даже самую скучную информацию можно, завернув это в такой красивый фантик, что каждому захочется заглянуть и увидеть, а что же там внутри. Название уроков, интригующие названия. Не просто урок, да, вот сказали, завтра у нас будет урок конфета, например. Да, и уже интересно, уже формируется вот это ожидание, что же там будет. Главное, конечно, не обмануть эти ожидания. Безусловно, всем известное правило Тома Сойера, помните этот эпизод с забором, да, мы его редко используем в своей педагогической деятельности, но он по-прежнему работает и работает на ура. Или принцип Полианы, да, когда все, что происходит вокруг, превращаем в радость. И вот это формирование позитивных, да, позитивное восприятие мира вокруг, которого очень не хватает многим современным детям, тоже можно на уровне игры постепенно внедрить в привычную жизнь. Ну и помните, что все, что мы преподносим детям, можно измерять принципом социальных сетей. Вам захочется поставить лайк за эту информацию? Если вам захочется, то, скорее всего, и детям захочется. Используйте эти принципы в своей работе,
Хотите творить увлекающие сценарии? Мы в августе будем проводить такой хакатон, марафон игровых решений. Называется «Вызов 2020». Поэтому, если интересно, записывайтесь, да, мы, наше педагогическое конструкторское бюро будет с удовольствием вас ждать. Спасибо огромное. Спасибо, Светлана Александровна. С вами вообще всегда очень интересно, и все мои магистранты и коллеги всегда ждут, когда же мы попадем на занятия к Светлане Александровне. И это действительно такая, знаете, находочка для каждого, потому что каждое слово рождает новые идеи, каждое слово рождает новые посылы. И я завершаю, простите, что вот у нас перебор, несколько минуточек, Галина Владимировна, но я думаю, что вот такой вот марафон, он сказал больше о теории поколения, чем если бы мы сегодня слушали о тех теоретических положениях, которые... Марина Ефимовна, благодарим вас за великолепно проведенный профессиональный трек. Конечно, очень важно, что ваша профессиональная команда и вы во главе этой команды действительно выстроили практикоориентированный проектный дизайн. Благодарим вас, Марина Ефимовна, всех коллег, которые принимали участие. Для Республики Коми, для наших молодых педагогов это очень значимо. И, конечно, те практикоориентированные решения, которые были озвучены, я с вами полностью соглашусь, они более значимы, чем теория, которую, да, мы все уже знаем, понимаем, а теперь мы чувствуем, что мы на пути уже нового профессионального трека, который позволит нам применять все те практики, которые вы представили. И мы надеемся включаться в профессиональное взаимодействие с каждым из ваших коллег. Уважаемые наши молодые педагоги, я вижу в ваших отзывах слова благодарности, поэтому, Марина Ефимовна, благодарим вас от всей профессиональной команды нашего института и от молодых педагогов, и будем надеяться на последующие этапы нашего взаимодействия, которые предполагаем, что будет и в очном формате. Спасибо вам, уважаемые коллеги. Будем принимать участие в интересных проектах, которые были представлены. Благодарим вас. Спасибо, да, спасибо коллеги. Большое. Да, спасибо, Марина Ефимовна, спасибо. Очень важно, что вы так конструктивно и креативно выстраиваете нашу площадку. Спасибо, Марина Ефимовна. Спасибо. До новых До встреч. встречи. Спасибо.